Созданная за 3 месяца до выборов республика очаровала народ своей харизмой и красивой экономической программой. Давайте вместе посмотрим, что же осуществилось за это время. И самое интересное, что не осуществилось. Доступное ипотечное кредитование всем гражданам Кыргызстана. Условия кредитования 9% годовых сроком на 10 лет. Кредиты на жилье 9% годовых на 10 лет. Урматтуу шайлоочуларым, биз айтып атабыз, жаштарга жаңы үй курганга биз ипотекалык кредит беребиз деп атабыз. 9%дан. Келечекте жаңы үй курууга 10 жылдык мөөнөттө ипотекалык кредитти 9%дан беребиз деп атабыз. 9%дан элге берет. 9%дан. Өкмөт бул ишти жазабаса эмнени жазаш керек? И все-таки, сколько же домов и квартир было выдано под 9%? 0. Партия «Республика» гарантирует, все население Кыргызстана будет платить за электроэнергию по ее реальной себестоимости. Электроэнергия по себестоимости. Новые люди, новые решения. Жоготууларды 3 эсеге азайтып туруп, 15 миллиардтагы жана капитальный вложенияларды, уурулуктарды колго чаап туруп, энергетиканы элибизге өз баасынан беребиз деп атабыз. Биз айтып атабыз, энергетикадагы жоготууларды 3 эсеге азайтып туруп, элге өз баасы менен сатабыз деп атабыз. Продажа электроэнергии по себестоимости должна была стартовать еще 1,5 года назад, но это была лишь очередная афера от республики. Ведь сегодня всерьез говорят о повышении тарифов. Партия «Республика» гарантирует кредиты фермерам Кыргызстана под 7% годовых. Биз ал акчаны түзмө-түз элибизге беребиз 7%дан. Мы создадим условия для предоставления кредитов под 7% годовых для крестьян и фермеров. Эта задача нам по плечу, потому что мы не разбрасываемся словами и не даем пустых обещаний. Удивительно, но правительство сумело выделить фермерам 1 миллиард сомов на кредиты. Правда, не за счет правительства, как нас убеждают республиканцы, а за счет подачки Кумтора. Отметим лишь, что выдали 1 миллиард сомов на кредиты, а дефицит бюджета составил около 20 миллиардов сомов. Как показали выборы в Джоргу Кенеш, нам верили, нам верят, и мы не можем подвести своих однопартийцев, мы не можем подвести всех кыргызстанцев. Не вызывают ли у вас эти слова чувство дежавю? Но вспомнят ли они о своих обещаниях через год, через месяц, через неделю, завтра? Поверите ли вы им в этот раз? Судьба судьбою, а выбор за вами.